В Шихазанском доме культуры Канашского района прошла музыкально-поэтическая встреча «Азамат Эрежезем», приуроченная к году выдающихся земляков. Ее организовали Чувашский национальный конгресс и местная администрация. Главной героиней праздника стала народный поэт Чувашии и композитор Светлана Азамат. В местном доме культуры полный аншлаг. Этого дня гости ждали давно. Раньше Светлана Азамат часто бывала здесь с гастролями. Но в последние годы поэтесса появляется на публике нечасто. Так что упустить шанс встретиться со знаменитостью жители не могли. В этом году Светлана Васильевна отметила свой 70-летний юбилей. Желающих ее поздравить на музыкально-поэтическом вечере оказалось много. На сцену выходили дети из детских садов и школ. Они читали поэтессе ее же стихи. А творческие коллективы из разных уголков страны исполнили песни, автором слов которых опять-таки является Светлана Азамат. Это были и сольные, это были и песни целых коллективов. Всех, конечно, не назову, но всех от всей души благодарю. Они меня вдохновили на будущее, на многие будущие лета мои, для того, чтобы создавать новые произведения, что в литературе, что в композиторской деятельности. Национальную любовь к поэтессе объяснить несложно. В своих произведениях Светлана Азамат всегда поднимает важные темы. Она выпустила 25 поэтических книг и написала более 200 эстрадных песен. Певица, поэт, композитор, писатель, журналист, режиссер и музейный работник. Ее звания и достижения можно перечислять долго. Те, кто знаком с поэтессой лично, зовут ее не иначе, как талантливый человек. С этим человеком знакома уже 40 с лишним лет, потому что мы вместе учились в музыкальном училище. И она, как читала свои первые стихи, я как сегодня помню, она такая вдохновленная приходила и зачитывала вот то одно, то другое стихотворение. Конечно, это было видно уже тогда, что это талантливейшая поэтесса. Праздничный вечер прошел в теплой и доброй атмосфере. В честь поэтессы подготовили выставку книг «Азамат Эрежезем» с ее самыми значимыми работами. Дарья Петрова, Алексей Енейкин, Михаил Солин, Вести Чувашия.